Он говорит, да, несколько раз укусил. Врачи сказали, что чуть-чуть осталось, чтобы ребенку без глаз остаться. Вот эти кадры нападения. Двор полон детворы. Собака бегает вокруг и вдруг резко набрасывается на мальчика, валит его с ног и кусает лицо. Бабушка пострадавшего ребенка с ужасом вспоминает, как внук вернулся с прогулки весь в крови. Рану 6-летний малыш прикрывал кепкой. Его мама тут же вызвала скорую, и ребенка увезли в ДРКБ. У ребенка зафиксирована рана в области глаза с правой стороны. Также зафиксирована гематома. Врачи отметили, мальчик чудом не лишился зрения, если бы рана была немного выше. Как выяснилось, собаку ребята хорошо знают, поэтому дети не испугались и продолжили играть. Это хозяйский пес, которого отпускают на самовыгул без намордника. Полиция установила владельца собаки. От родителей мальчика поступило заявление о привлечении к ответственности хозяина собаки. 43-летняя жительница Казани подтвердила, что она является хозяйкой животного. Хозяйка все отрицает, что ребенок виноват. Но виновата всегда хозяйка, потому что она отвечает без намордника, без поводка, не должна отпускать на детскую площадку. Местные говорят, это не первый случай нападения собаки на детей. Этим летом она набросилась на 5-летнюю девочку и на взрослого человека. Со слов соседей, кличка собаки Фима. Ее гуляющую без намордника и хозяев видят на площадке больше года, с тех пор, как ее владельцы сняли в этом доме квартиру. Фиму они выпускают на самовыгул, поэтому даже подъездная дверь всегда стоит открытой. Соседи всерьез опасаются за себя и детей. Без поводка. Сама по себе предоставлена собака. Что там в голове у собаки, я же не знаю, правильно? Конечно, боюсь. Ну, я собак вообще боюсь, но как-то, не знаю, пока не трогал. Одного ребенка не отпускать. То есть всегда под контролем, чтобы что-то такое не произошло. Прокуратура по данному факту сейчас проводит проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Пока правоохранительные органы решают, возбуждать ли уголовное дело, собака продолжает гулять, правда уже с хозяином и на поводке. С начала июня в ДРКБ с жалобами на укусы животных обратились почти 140 детей. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.